первом сезоне проекта «Апсуарымья» передача с участием известных государственных и общественных деятелей Сократа Джинджоли и Олега Домения была наиболее резонансной. Мы возобновляем этот проект. В эфире «Апсуарымья. Абхазский путь». На наши вопросы отвечают известный политический и государственный деятель Сократ Джинджоли, харизматичный студент, представитель молодого поколения Улис Смар. Последний снискал симпатию наших телезрителей как участник телепроекта «Мазейда». О чем мы будем говорить сегодня? О вас, о нас, о стране, о мире. Свободное постижение определенных смыслов, общение с представителями разных поколений. Что получится, посмотрим. В настоящее время вы вне политики? Ну, вообще быть вне политики невозможно. Поэтому, если даже я скажу, что я, так сказать, официально не участвую ни в каких политических партиях, ни в такой политической жизни страны, то я, конечно, солгу, я все-таки, так сказать, вовлечен, не просто потому, что я там состою в общественной палате, там, но быть вне политики это невозможно. Поэтому, если даже не участвуешь, то переживаешь, думаешь, делишься своими мнениями с кем-то, то фактически участвуешь. Я придерживаюсь такому принципу, то, что человек юного возраста, у которого пусть и есть некие взгляды на жизнь и разум, чтобы эти взгляды более четко формировать, но тем не менее ему не стоит без должного опыта лезть в эту стезю. Поэтому пока что я стараюсь ее остерегаться, изучаю, но свои какие-то личные, скажем так, доводы и смыслы туда не вношу. Просто наблюдаю. Какие только должности высокие в Абхазии вы не занимали, у вас огромный жизненный опыт, и я хотела бы спросить, вот как начиналась ваша карьера, сами поднимались, и ваше отношение и понимание карьеры как таковой вот на этом этапе жизни? Я служил в советской армии после окончания школы с 56 по 59 год. Вот после окончания действительно военной службы, как это называется, вернулся я в Очимчире, там мы жили и с матерью. И в поисках работы я попал в Кварчель, и устроился на работу в Кварчел ГРЭС. Вот так начиналась моя карьера. С ГРЭС от Кварчельского. Да, там я работал машинистом котельных установок, прошел обучение соответствующее и прочее, там, так сказать, проработал там, так сказать, какое-то время, потом политическая жизнь или общественная работа, как вы говорите, значит, я был в нее вовлечен как комсомолец, потом я стал там членом партии, и таким образом, значит, продвигалась моя вот карьера, если можно назвать. Да, горком комсомола, потом газета «Горняк». «Горняк», горком партии, в общем, вот, да. Если можно это назвать. То есть вообще на каком-то этапе вы были, скажем так, первым журналистом Творчали. То есть «Горняк» это же очень... Тогда была востребованная газета. Да, газета это с 1942 года издавалась. Она, так сказать, со дня основания города и имела, конечно, своего читателя. Она была авторитетна и поддерживая людьми. И тираж был большой. Все было. К сожалению. Да. Все было. Дальше вы депутаты Верховного Совета Абхазии, правда же? Да, зампредседателя. Высшего образования не имел, я поступил, так сказать, до того, как попал я в городской исполнительный комитет или в горком партии, я закончил заочно Абхазский государственный университет
И вот это мое образование, так сказать. Какой факультет? Тогда это был педагогический институт, да? Филологический нет, уже был университет. Уже был университет, Да, вот тогда да, вы закончили, да, да? Филологический факультет, наверное, Да. русский язык и литература, да, русский по язык и литература. специальности, судя по тому, какой у вас Да. хороший русский Ну, язык. Долгий путь, очень интересный. Это и первый наш парламент, Верховный Совет, в котором вы были еще заместителем председателя, заместителем Да, это тогда. уже, это уже потом, Да. значит, выборы в Верховный Совет меня рекомендовал, значит, Айтглера. Я там состоял в творческом отделении, возглавлял это отделение творческое. И они рекомендовали меня, значит, я и не думал выдвигаться в Верховный Совет, так сказать. Ну, Но тогда знали, кого рекомендовать. В общем-то, такое было время. они Да. рекомендовали, и я, значит, в числе других и прошел. И, Ну, затем вы дважды были спикером парламента нашего, да, уже в да, послевоенные годы? после избрания, после того, как в 1994 году в ноябре приняли Конституцию, ныне действующую Конституцию, и таким образом разделение произошло на исполнительную и законодательную власть, вот тогда Владислав Григорьевич стал президентом, его избрали президентом, а меня спикером. Вот это, значит, первый созыв. Половина. А потом следующий созыв. Потом тоже. следующий созыв. Вы были еще в должности премьер-министра, поработали. Да, это было. Да, В должности министра иностранных дел. одновременно я занимал эти должности. Сами поднимались. Вот, Ну, как, я не знаю, я, так сказать, не прибегал ни к чьей помощи, никого не просил, никогда, так сказать, не писал заявление назначить меня на эту должность. Так, родители ваши вот как-то У меня отца, давали поддержку? я отца не помню, он, Ага. да, он умер через год после моего рождения в 1938 году. Мать меня воспитывала, она была колхозницей, в колхозе, бейди, Вы уже бесправные ответили люди. на этот вопрос. Да. Вы сами поднимались, Да, конечно. и она, ну, так сказать, даже паспорта не имела. Колхозники тогда имели колхозную книжку. Собственно, были, знаете, крепостные, не имели права из села уехать. Именно археология – это та вещь, которой я горю. Это то, что мне лично приятно, то, что я обожаю, что в каждую свободную минуту стараюсь уделять все больше и больше этому времени. Есть наставник, есть люди, на которых я смотрю, которые дают мне наставления, но в принципе, в первую очередь я стараюсь идти отдельно от них, чтобы к своим индивидуальным подходам попробовать что-то новое. А в принципе это прекрасно, когда у человека есть кто-то старший, может кто-то более опытный, который поможет ему с этим опытом пройти дальше. Я понимаю, если папа ваш, да, Да. был бы сейчас жив, и рядом с вами и так далее, кто-то сказал бы, что да, Гиви там помогает сыну, продвигает его и так далее. Но с вами же этого не К происходит. сожалению, нет. Да? Хотелось бы, честно говоря, но чтобы, если имеется в виду помощь именно в духовном плане, моральная поддержка, то это прекрасно. А в плане... Скорее всего, папа помогал бы подниматься в этом Да, в смысле. этом определенно, потому что в плане другого вида, когда, не хочу говорить это слово, но пытаются протолкнуть в определенную стезю, я это не особо признаю, но без осуждения отношусь. Отношение к карьере вот сегодня, потому что у абхазов немножко, вот когда говорят, что карьеру делает, там, называют его карьеристом, это как-то какой-то негативный всегда оттенок, но в наше время, уже в 21 веке, мы прекрасно понимаем, что человек должен развиваться, человек должен расти. Да. Нет, я думаю, что карьера – это нормально. И если не стремиться к чему-то, тогда и вообще не стоит ничего делать. Мы же помним, мы старшее поколение, так сказать, вот в школе учились, например, собирались вечерами, у нас не было телевидения, не было каких-то других развлечений, особенно в маленьких городах или поселках. Там собирались мы вместе, сидели, мечтали. Каждый рассказывал, говорил о том, о чем он мечтает, чего хочет добиться Да в и жизни. телевизор был ведь не у каждого тогда. Нет, в то время, о котором я говорю, телевизора и не было. Вообще не было. Вообще не было. Вообще не Да, было. были Ага, такие я времена у нас прослушала, да. счастливые, когда телевизора не было. И вот мы мечтали.
мечтали. Сегодня это смешно покажется, но тогда, значит, строили свои мечты на основании чего? Той информации, которая к нам доходила каким-то образом. Радио было, какие-то газеты, там книги читали. Читали тогда много. Я вот не помню среди моих одноклассников никого, кто много не читал бы книг. Ну, это было повальное Практически такое ничто не увлечение. отвлекало, правда Да, же? Вот, читали книги, да. очень много читали. Ну и, естественно, каждый строил свою мечты в соответствии с той карьерой, которую он намечал. Слово «карьера» никто не употреблял, это позднее возникло, но мечтали о своей жизни, о том, что будет, значит, чего они должны достичь. Ну, Да, красивое слово, кстати, мечта, и мы к этому еще не раз вернемся в процессе нашего так что общения. карьера и мечта – это, так сказать, карьера – это осуществление мечты, можно сказать. Да. Карьера, она заставляет человека улучшать себя. Она мотивирует развиваться, достигать все лучших и лучших высот. Бывают люди, которые отдают всю свою жизнь только ради карьеры. И, с одной стороны, эти люди прекрасны, потому что благодаря именно им происходят великие научные открытия. Но, с другой стороны, карьера – это такая вещь, которая не должна перейти в рутину. То есть, если она приносит вам удовольствие, это прекрасно. Это дает вам мотивацию. Вы стараетесь все лучше и лучше познать чертоги своей профессии, своей стези. Но когда происходит это все в рутинном образе, это приводит к выгоранию. А выгорание – это не та вещь, с которой кто-то захочет столкнуться. Карьера – это прекрасно. И знаете как, довольно важно, мне кажется, чтобы для человека именно мотивацией карьерного роста были не финансовые заработки, хотя, опять же, тут для каждого индивидуально, а самоулучшение и достижение новых высот. Люди часто говорят, что самое главное для человека – это здоровье. В то же время жизненный опыт показывает, что не очень многие, кстати говоря, так вот серьезно относятся к своему здоровью, особенно в молодости. И вот сегодня хочется у вас спросить, что главнее всего для человека все же? Ну, я не знаю, что второстепенным назвать. Здоровье, конечно, это важно, но все остальное тоже важно. Важно, конечно, здоровье сохранять важно. Две вещи – это осознанность и мера. И они работают друг на друга. То есть для человека нет в этом мире ни плохого, ни хорошего. Просто мы, как существа, которые разумные, иногда можем с чем-то переборщить, а чего-то не добрать. Именно мера, она балансирует наше душевное и физическое состояние. Человек, который подходит к любому вопросу здоровья, работы, семьи осознанно, он добьется великих высот. И пусть будут некие проблемы, но именно эта осознанность поможет с ними легче справиться. Ну, вот по тому, как ведет себя человек. Я имею в виду человек не конкретный, а вот Homo sapiens. Да. Homo sapiens как себя ведет? Что все-таки для него главнее? Вот как это кажется, наблюдая за тем, что происходит и так далее. Вот в наше время хотя бы. В наше время, вы знаете, современные ценности, они довольно размыты. Все люди пытаются тянуться к каким-то физическим благам этого мира, богатству, признанию, славе. Но знаете, настоящий мужчина всегда хочет счастья. Говорят вот такую вещь, вот такую фразу. Она мне нравится, потому что, наверное, спокойствие как и в духовном, так и в жизненном смысле. То есть это не говорится о том, что вы унылый человек, который любит размеренный образ жизни. Нет. Человек может быть спокойным и при особых обстоятельствах, когда его жизнь разукрашена какими-то яркими моментами. Поэтому я думаю, что душевное спокойствие и спокойствие в жизненном плане – это Человек-философ? Человек-философ больше симпатичен тебе? Человек-философ? Вы знаете, Ты же говорил, что все осознанно, если делает человек и так далее. Можно сказать, философ. Да, человек-философ, который пытается смысл искать не только вне своего разума, но и снаружи, и внутри, и даже иногда кому-то в душу заглядывая. Я недавно прочитала, что возраст – это ценность. Да. И, наверное, это правильно. Но вы могли бы дать свое определение возраста? Что для вас возраст? Как вы его понимаете? Ну, возраст – это неизбежное. И надо воспринимать это как неизбежное, со всеми сопутствующими элементами. Так сказать, и можно вернуться к вашему предыдущему вопросу, если сохранял здоровье с молоду, если знал, как это делать, то
так сказать, эта старость, она, так сказать, проходит более мягко, так сказать. И можно дольше сохранить свои способности, способности мыслительные, я имею в виду. Эту деменцию можно как-то отложить. Ну да. Да, и Когнитивные да, способности когнитивные подольше способности. сохранить. Да. Мозг и такая штука, значит, сейчас молодые люди знают хорошо, читают, слушают лекции, наверное, знают, что это, так сказать, мозг располагает человека к отдыху, к ничего не деланию. Вот тянет он на диван, хочется полежать, ничего не делать. Но надо вопреки, надо, так сказать, и физическим трудом заниматься. Это просто необходимо для поддержания здоровья. Значит, надо давать работу мозгу. Из комфортной ситуации надо выходить. Знаете, вот в комфортной обстановке ничего не достигается, То есть ничего к не делается. дивану ни в коем случае нельзя привыкать. Нет, конечно, нет, конечно. Особенно с молоду. Это вообще губительный путь. Потом, так сказать, нынешнее поколение в телефоне сидит. Такое выражение есть такое, значит. Ну С да. утра до вечера. Это недопустимо. Это недопустимо. Пользоваться надо. Это достижение техники. Это, так сказать, облегчает жизнь, облегчает доступ к знаниям, открывает, если умело пользоваться этим. Но день и ночь сидеть на, так сказать, Ну, телефоне. практически это- сидеть да, в телефоне, да. лежать на диване, наверное, одно и то же, вот для Да, здоровья это прежде одно и то всего. же. Человек становится фактически инвалидом. В возрасте это ценность. Это вообще без сомнения. И это сейчас даже не то, что во мне абхазское пробуждение говорит, потому что в первую очередь возраст — это уважение, а не только. Надо понимать то, что и молодой человек в младшем возрасте, он может быть гораздо умней. Но тут дело не в этом. Тут дело в том, как этим умом распоряжаться. А это опыт. А опыт может прийти только с возрастом. Много вокруг вас счастливых людей? Ну, я думаю, что много счастливых, они это не замечают. Вот, не совсем замечают. Те, кто жалуется и говорит, так сказать, на поверку иногда получается, что у него вроде все хорошо. Но, вы знаете, это все индивидуально. Невозможно сказать, вот, почему он, так сказать, несчастлив или счастлив, объяснить, согласиться с ним. Это все индивидуально. Поэтому, если человек себя считает счастливым, это значит, что он достиг чего-то, к чему он стремился. Я бы сказал, даже в процентах. 70% счастливы. Это вполне хороший показатель. Люди, у которых есть проблемы, в первую очередь, они пытаются еще найти себя. Им нужно найти ту дорогу, по которой они будут идти. А пока человек не нашел этой дороги, пока он не нашел свой жизненный путь, ему сложно радоваться, потому что он постоянно мечется от одной идеи к другой. А в принципе в нашем обществе, мне кажется, ну и по крайней мере в моем личном окружении, большое количество счастливых людей, и это не может не радовать. Для нормального человека дети – это очень важно, да, и в то же время, когда ты родитель, ты понимаешь, что дети – это очень сложно. Вокруг вас и раньше, и сейчас, вот в разных поколениях, что чаще, да, вот встречается, когда дети не разочаровывают родителей, или же наоборот, дети чаще всего разочаровывают родителей, и ожидания родителей не оправдываются. Вот чего все-таки больше? Ну, я такой социологический такой опрос не делал, По исследования не впечатлению, вот, проводил, да, да. но я думаю, что, знаете, вот возлагать какие-то чрезмерные какие-то ожидания, мой ребенок гений, говорят, вот такого вообще нет и прочее, и на него возлагают какие-то такие надежды, значит, и он не достигает этих Вообще о высот. детях всех деятелей Абхазии, политических, государственных, общественных, мы знаем много. Да. Вот я, например, абсолютно ничего не знаю о ваших детях. А вот как, а вы чего вот ожидали от своих детей и ожидаете сейчас Ну, тоже? я, знаете, сам больше, ну, я сейчас не могу говорить о своих сыновьях, так сказать, и там Ну, в общем, да. восхвалять и что-то такое, но В общем. самое главное, то, что я ожидал от них, это любви к родине, защиты ее в случае чего-то, это
фактически произошло, и это меня, конечно, радует. Вот. А остальное по службе, это, знаете, как сложится. Как сложится. Поэтому... Они вас, конечно, не подвели. Нет, Я да. думаю, потому что я единственное, что слышала, что ребята очень хорошие, скромные. Потому что если было бы иначе, мы точно знали бы. Ну, вот, так сказать... Не подвели. И само по себе слово разочарование, оно имеет очень тяжелый такой смысл, тяжелый Когда вес. они не оправдывают надежд родительских. Тут такая Дети. ситуация, то, что то, как нас видят наши родители, это все гиперболизировано очень сильно. Мы в их глазах всегда должны быть лучше, более хорошими, более умными, более красивыми, и этому всегда очень сложно соответствовать. И вы знаете, есть такая прекрасная мысль, то, что пока ребенок молодой, пока что вот есть эта разница в возрасте, родитель будет на него смотреть с таким, не то чтобы разочарованием, а небольшим непониманием. Но, к сожалению, когда ребенок вырастает, не все родители успевают застать его в осознанном взрослом возрасте. И поэтому на стадии взросления может быть ощущение разочарования, но, в принципе, в моем личном окружении довольно мало таких ребят, потому что, в первую очередь, у нас общество так создано, то, что стараются свои, ну, это любое общество, но в нашем, скажем так, это выделяется, стараются не разочаровывать. Я перехожу ко второму блоку нашего разговора в эфире «Апсуарыми. Абхазский путь». Непростой вопрос. Страна наша, мы сегодня на каком этапе находимся? Как можно это назвать, определить? Знаете, вот если с марксистской точки зрения посмотреть, значит, Давайте, с марксистской. А, кстати, его сейчас вот полностью не отрицаем в мире, так сказать, то я могу сказать, что мы находимся на переходном этапе от одной общественно-экономической формации к другой, так сказать. Мы посередине и считаем себя в новой другой формации, но пользуемся инструментами старой формации. Поэтому мы находимся Старой, пока... это в смысле социалистической. Социалистической, да. У нас очень много инструментов. Вот наша, Но вы в целом формационный подход к истории поддерживаете, ну, да? конечно, Это марксистский подход. Конечно, да. конечно. Это на самом деле так. Это, так сказать, общепризнанные вещи, которые отрицать невозможно. Так сказать. Сейчас, наверное, Советского Союза не исчезло это все, это объективно существующее. И мне кажется, что мы вот на таком этапе, потому что мы же видим, мы пытаемся как-то управлять, мы пытаемся что-то делать другое. Сейчас вообще во всем мире глобально происходят огромные изменения. Это было, уже случалось на протяжении всей истории, такие ситуации, такие моменты и, самое главное, возможности для таких стран, как Абхазия. Мы сейчас стоим на перепутье. Куда нам двигаться дальше, какие ценности нам соблюдать и к чему стремиться. Это очень важный момент. Сейчас именно та ситуация, когда мы должны осознанно к этому подойти и решить, куда мы двигаемся. Я имею в виду то, что можно прорваться, сделать так, чтобы Абхазия снова воссияла и чтобы этот свет увидел весь мир. Но это сложно. Но, как мы знаем, наш народ, он всегда стремится не только к независимости, но и к счастью в своей республике. Поэтому я думаю, какие бы ценности мы ни выбрали, хотя я склонен к консерватизму, к традиционным ценностям, к возобновлению традиций, это то, чего бы я хотел видеть больше всего в Абхазии. Кто-то предлагает либеральные идеи. И сейчас вот стоим на перепутье. Куда идти? Уйти в старое или уйти в новое? Вот. Да, в социальных сетях, кстати говоря, вот часто я читаю комментарии наших восточных соседей, грузин, которые, кстати, очень гадко и очень зло вот пишут о нас вот и так далее. И они очень часто говорят о том, что мы остались в прошлом веке, типа у нас традиционное общество для них звучит оскорбительно это, и так далее. Таким образом они пытаются нас унизить и прочее, прочее. Вот традиционно это нормально? Традиционно это прекрасно. Это то, что наши предки, наши праотцы путем долгих, скажу так, даже исследований жизни передавали нам опыт. Это
Это огромная информация, которую мы не имеем права терять. И говорить то, что это прошлый век, или сейчас новое время, новые ценности, надо идти наравне с технологиями и с прогрессом, это в моем понимании довольно глупо. Тот народ, который может сохранять свою традиционность, но при этом в научном, в экономическом плане не отставать, мне кажется, это есть идеал. Идеал республики, державы, страны. И говорить о том, что традиционные ценности, они наоборот идут во вред, это глупо. Есть вещи, которые мы не понимаем. Традиции, например, определенные, которые мы не знаем смысл. Но тут рационально мыслящий человек поспорит. Если мы не можем объяснить, зачем нам соблюдать, это не важно. Нам это передали наши предки. А как говорится, уважение к старшим. А кто может быть уважителем наших предков? Поэтому мы должны идти по этой строгой колеи и не сбивать ракурс. У них свои ценности. Они выбрали двигать в историю либерализма в сторону Запада. Это их выбор. Я не могу их за это осуждать, но мне это далеко. Ну да, но путь, о котором ты говоришь, он непростой. Легче всего соскочить с собственных рельсов и перейти на чужой путь и так далее. И подпевать этому пути легче. А сохранить свое и при этом не стоять двигаться, это, конечно, тяжело. Вы, конечно, слышали о рейтинге счастья. Организация Объединенных Наций, кстати, ежегодно делает всемирный доклад по этому поводу. Они как-то изучают, измеряют по каким-то глобальным показателям удовлетворенность людей, народов, общества, значит, своей жизнью. И вот выдают определенный рейтинг. Первые десятки самых счастливых стран, вот эту десятку неизменно уже где-то лет 6, наверное, главное место, лидирующее место занимает государство Финляндия. Конечно, не могла не обратить внимание на то, как выглядит в этом рейтинге Россия. 70-е место. Самые несчастливые в мире страны – это Ливан и Афганистан. Ну, это по тем измерениям, которые осуществляет там Организация Объединенных Наций и так далее. Но в то же время мы понимаем, что это очень интересно знать. Индекс счастья. Мне кажется, что вот этот индекс счастья, он у нас какой-то не высокий абсолютно, чтобы грубее вот не сказать. И тогда иногда создается ощущение, что вокруг тебя какое-то массовое нытье. Все всем недовольны. Вот вы ощущаете то же самое? Если да, то что это такое? Почему так происходит? Вы знаете, этому есть объяснение. Вот не будем углубляться в глубь нашей истории Абхазии. Возьмем вот послевоенный период. Война – это тяжелейшее испытание для нашего народа было, нападение Грузии. Победа – это счастье, это великое и огромные надежды. Надежды, что после победы сразу нам станет легко жить. Это сверхожидания были. Но мы столкнулись с невероятными трудностями после войны, которые оказались ничуть не легче военных. Правда, люди не умирали, хотя на границе продолжали гибнуть там, от диверсионных актов этих со стороны. Но жизнь была тяжелая. То есть эйфории не было, вот, не или было. долгой эйфории не могло быть? Она сразу угасла после Дня Победы, на следующий день наступили будни. Надо было зарабатывать хлеб насущный, надо было жить, надо было растить детей, надо было лечить, надо было все. Все было разрушено. И вот все надо было строить заново. Это тяжелейший период в нашей истории, и народ его, в общем говоря, прошел достойно, я должен сказать. Вспомните, на границе что делалось с Россией. Единственный выход был в российскую сторону, и там были ограничения. Там, вспомните экономическую эту блокаду, политическую изоляцию на свете. Организация Объединенных Наций каждые 3 месяца принимала, Совет Безопасности, вернее, Организация Объединенных Наций, каждые 3 месяца принимал резолюции по Буджино-Абхазскому конфликту. Я участвовал в этих переговорах, бывал и там, видел все, что делалось. На нас оказывался огромный нажим, так сказать, со стороны великих держав. Стремление их было вернуть нас в состав Грузии, мы сопротивлялись. Конечно, говорить, что
в этот период была какая-то эйфория, радостное состояние? Нет, конечно. И, знаете, вот это экономическое благополучие, оно очень медленно, значит, идет. В тех условиях, в каких находится Абхазия, я сегодня делаю анализ за экономистов не собираюсь, так сказать, но мы фактически в блокаде находимся. Фактически находимся в блокаде. Те страны, которые нас признали, единственная страна – это Россия, которая не только оказывает, она и охраняет, и обеспечивает нам безопасность, и оказывает помощь, и так сказать, поддержку в социально-экономическом развитии. Ну, делает все, так сказать, все, что возможно для Абхазии. Другие страны, признавшие, с нами не могут, в силу географической отдаленности их расположения, они не могут, значит, мы не можем с ними в полной мере осуществлять связи, которые хотелось бы, так сказать, с внешним миром. Вот эти все ограничения, они накладываются, конечно, свой отпечаток накладывают. И каково будет настроение у человека, если он даже счастлив во всех отношениях других, но если ему нужно выехать за границу куда-то в Европу, он не может это сделать. Масса других вопросов и поводов для вот такого, значит, счастья сказать, что да, мы достигли всего, еще, конечно, очень далеко. Но я должен сказать, что благосостояние вообще людей, если взять в общем, оно, конечно, сейчас лучше, чем после войны. Гораздо лучше, гораздо выше. Внешние признаки, вы можете выйти на улицу, посмотреть, так сказать, перейти улицу очень трудно, потому что столько машин, дома строятся, люди заняты бизнесом. Это замечательно все, конечно. И дальше надо развиваться. Но, значит, вот такого всеобщего счастья, всеобщего ликования, ну, нет пока. Да, ну, может быть, это еще и потому, что вот материальное нас очень начало увлекать. Хотя я вот знаю очень много семей, у которых все есть. Они в плане материальном полное благополучие, несколько машин в семье, квартира, дом, дача, бизнес и так далее. Но все равно, я не знаю, это уже привычка или какие-то вот эти общие вещи, которые мы вместе пережили, они все-таки проецируются на Ну, это и настроение то, и людей. другое. И то, и другое. Вся наша история – это история борьбы. 18-19 век, советизация, значит, трудные годы, значит, вот этой колхозной жизни и прочее. У нас, значит, на вопрос «Ушпал» отвечали, ну, харсымом, значит, харсымом. Значит, ну, как вот, ну, еле-еле, так сказать. И это вошло в норму фактически. Вот это вот такой ответ, если спросите англичанина, американца, он скажет, окей, великолепно, так сказать, хорошо. Если спросить абхазца, живущего в Турции, абхаза, живущего в Турции, как ты себя чувствуешь? Он скажет «Сыбзёв», это хорошо. Вот сразу отличие, так сказать, отличие, потому что среда, в которой мы жили, и та обстановка, которая вокруг нас существовала, нам надо было для того, чтобы выжить, если даже ты очень счастлив внутри где-то, ты должен был другим казаться, ну, таким середнячком, так сказать, ну, еле-еле Мне кажется, живу. вы вот сейчас Да. начинаете вот глубину какую-то в этом вопросе нащупывать, и это очень интересно. Мы могли бы, на самом деле, уйти в историю нашу, вот в этот путь, который мы проделали, то, что мы называем абхазский путь, да, наш путь. Видимо, в этом есть, наверное, источник или причина. Конечно, все объяснимо, ничего не объяснимо. Ведь что такое вот наша культура, вот наши вот такие ответы и прочее? Это часть же нашей культуры. Это, знаете, вот веками вырабатывалось, веками, так сказать, вот то, что образовалось в человеке, то, что образовалось, то, как себя он ведет, как вот мировоззрение его, какое общение, отношение к природе, там, историческое, все это, значит, оттуда. Все. В моем окружении и те люди, с которыми я сталкиваюсь, я не замечаю вот такого слова, как нытье. По крайней мере, в моей жизни этого мало. Я не понимаю, честно говоря, как можно быть недовольными, когда ты живешь в Абхазии, в каком плане. Для меня то, что я родился здесь, это, наверное, одно из лучших событий, которое могло с моей душой случиться.
на протяжении всей истории. Ну, у кого-то несмотря- яхты нет, и он Но, переживает, что у него яхты нет. Вы понимаете, это определенные личности, которые могут быть... И в раю можно быть недовольным. На самом деле, я никогда не Вот замечал... это интересно, и в раю Ну, можно да. быть недовольным. Я не Классно. замечал... то, Хорошо, что- супер, да. Я не замечал то, что какие-то большие массы... Сейчас не будем затрагивать интернет, потому что в интернете все одевают маски, и почему-то там дискуссии всегда сводятся к какому-то абсурду. Но в повседневной жизни людей, которых я встречаю, они всегда рады тому, где они и что они из себя. Мы живем в раю, это определенно, несмотря на какие-то политические, может быть, проблемы, финансовые проблемы, это все не важно. Сама земля, она... Просто находясь здесь, я уже счастлив, в априори, и мне не нужно ничего другого. Грубо говоря, я сейчас абстрагированно все это привнесу, но я это так вижу. Ну, ты вот вырос в семье, где нематериальные ценности были в приоритете были другие ценности, наверняка, поэтому ты это видишь так. Советская партийная элита, назовем ее политической элитой советской, абхазской даже, да, элита. Потом постсоветская абхазская политическая элита. Вот какое-то социальное родство есть между этими элитами, или они как раз-таки перетекали, скажем, из одного состояния в другое, или же вот разница, которая лежит на поверхности. Вот, скажем, наша послевоенная элита политическая и довоенная, да, то есть советская. В чем разница? Это предмет особого исследования, Да. отдельного. Это очень интересный вопрос и очень сложный, не совсем простой такой, как кажется. Да. Да, партийная элита в советское время, она, ну вот абхазскую взять, например, она определенным, значит, законам, канонам партийной жизни подчинялась. Она должна была это все выполнять, там, так сказать, все условия, быть морально чистым, совершенно, так сказать, и какие-то правила существовали, по которым жить. Если ты нарушал эти правила, ты мог попасть, так сказать, в поле зрения бюро, там, райкома партии, обкома партии, ЦК и прочее. Неминуемо следовало наказание. Ну, там, выговоры и прочее. Могли лишить партийного билета, это, считай, все кончилось. Твоя карьера пресекалась, абсолютно все. Человек становился нерукопожатным, потому что его изгнали из партии, он вообще никому не нужен. Нынешняя элита вот не имеет такого контроля, так сказать, если можно так сказать. Я не говорю, это плохо или хорошо. Мы возлагаем надежды по нашему законодательству на общественный контроль. Общественный контроль – это одно дело. Конечно, если он поставлен хорошо, если у него есть традиции, если он добивается результатов, это отлично. Но если нет ничего этого, то элита становится бесконтрольной. Вы считаете, что это разница, которая на поверхности? Это на даже, да? поверхности здесь, да, конечно. В советское время ко всему относились гораздо строже, и подход был абсолютно другой. То есть, если человек работал на своей должности, он работал так, что ни к чему нельзя было придраться. Это было обточено, ну, не скажу, что до идеала, но высоким уровнем. Сейчас я не хочу идеализировать вот именно политиков, которые в то время были, но сама схема, как этих политиков... Но они проходили какую-то единую школу, Да, правда же, политическую абсолютно. школу. Их обучали и так далее, и так далее. Да, и это очень важно. А после распада Советского Союза, тем Да. более в Абхазии... На эту политическую площадку попадают люди абсолютно разные, Да. подготовленные и неподготовленные. Это некие проблемы создает, которые до сих пор могут в некоторых сферах проявляться. И я скажу так, в СССР это все пришло с опытом. Я думаю, то, что в Абхазии у нас послесоветская политика, политологи, я не скажу, что они новички в этом деле, но всегда есть куда расти. И мне кажется, чтобы немного дорасти до того советского уровня именно качества и образования, то нужно время. Нужно время, труд и опыт. Но советская партийная элита, она не полностью ушла с исторической арены. Многие ведь в постсоветской Абхазии, они играли большую роль, и, может быть, небольшой процент, но еще остались кто, ну, в общественной работе, в политике все меньше и меньше, но тем не менее, там происходило некое смешение, да, вот старой политической элиты и новой политической элиты. Вот. Вы знаете как, я просто
не особо знаком с людьми, которые вот именно олицетворяют этот образ. Если человек прошел через время и не поменял свой рабочий стержень, и вот именно перемены не смогли его поменять, и он сейчас со своими новыми целями и задачами пытается направить молодое политическое поколение в правильное русло, то это прекрасно. Абсолютно. Просто есть некая тенденция, то, что когда меняется и время, люди в этом времени тоже меняются. А вот тут уже может некая дискуссия, некая конфронтация создаться, и могут быть проблемы. Каково советскому человеку сегодня? Ну, советскому человеку... По менталитету и так далее, да. по всему советскому. Да. Ну, не совсем комфортно. Не совсем комфортно, потому что он привык к одному, а сегодня, так сказать, другое. И, знаете, это вопрос тоже очень большой, очень широкий, потому что затрагивает и вопросы воспитания, вопросы продвижения по службе, вопросы, так сказать, взаимоотношений людей совершенно разные, совершенно другое. Та свобода, которая сегодня существует, и те отношения, они совершенно новые, и условия, в которых сегодня проживают люди, это совершенно другое, конечно, не сравнить. Ключевое слово «некомфортно». Да. На самом деле довольно проблематично, потому что ценности, опять же, изменились довольно сильно. Он был консерватором, который вот жил в таком раскладе, которым, не хочу говорить, навязали, ну, можно, в принципе, сказать, и навязали, потому что была очень сильная агитационная работа и по религиозным сферам, и по другим сферам жизнедеятельности. Поэтому те правила, тот менталитет, который в него тогда вселили, он сейчас никуда не может деться. И происходит, опять же, конфликт молодого поколения и того, который произошел в СССР. Во-первых, это люди суровой закалки, которые не особо понимают современную тенденцию, может быть, к тому же мягкотелому подходу к жизни, современными проблемами. Может, знаете как, в СССР психологические травмы – это было что-то из ряда вон выходящих, в том плане, что на это не обращали внимания. Сейчас, кстати, это довольно серьезная проблема, но без романтизации. На это серьезно обращаю внимание. И тому человеку это непонятно. В смысле, ты молодой, допустим, молодой парень, молодая девушка, какие у тебя могут быть проблемы? Ты живешь, у тебя одежда есть, еда есть. Иди работай, грубо говоря. Сейчас же к этому совсем другой взгляд. И поэтому происходят некоторые дискуссии, которые сложно решить, честно говоря. Вы смотрите «Апсуарами», «Абхазский путь». Продолжаем. Разминка, вот скажем, для разминки вопрос. Телевизор смотрите? Да. Абхазское телевидение смотрите? Да, смотрю. Отношение к интернету в таком случае? И вообще, откуда вы в основном получаете информацию? Ну, я получаю, конечно, из телевидения, газет нет, очень редко, так сказать, и интернет. Интернет. А в интернете как вы? Вот в каких-то социальных сетях, каких-то телеграм-каналах и так далее? Ну, я смотрю, открываю, смотрю, значит, Facebook, и, кстати, Facebook, да? интересуешь тем, что делается, так сказать, что говорится. Хорошо. Но телевизор остается вам приятным, да? Да, Вот, телевизор остается, ну, конечно, невозможно его смотреть с утра до вечера, но есть программы, которые надо смотреть. Знаете как, раньше очень часто смотрел. Просто сейчас больше в сторону интернета. Почему? Потому что в телевизоре идет поток информации, и когда ты смотришь, тебе нужно все это фильтровать. Это прекрасно, потому что это заставляет твой мозг напрягаться. Но в интернете в этом плане легче. То есть у тебя есть определенный вопрос, который тебе нужно решить. Ты спокойно находишь ответы за несколько секунд. Ну, это чуть-чуть о разном. Телевизор... Не, ну хорошо. Отношение к интернету как раз следующий вопрос, и можно о нем как раз-таки говорить. Основную информацию вы получаете из интернета. Основная информация из интернета. Хорошо, но вот зашли в интернет, зашли Да. куда? Где вы ищете информацию? Какими каналами вы там пользуетесь? Ну, самое, знаете, как информацию в каком плане? Да. О ситуации в стране лучше всего узнавать именно по телевидению, потому что это национальный объект, который... Но ты подписан на наш сайт, на сайт Да, Абхазского на сайт телевидения? подписан, в Инстаграме, в Фейсбуке тоже В Фейсбуке. подписан, да. Так что слежу, наблюдаю.
Почему я говорю, то, что телевизор в этом плане он важнее? Потому что это то средство массовой информации, которое, пусть и не напрямую, но очень близко к народу. Интернет таким не может похвастаться. Да? Там можно напрямую, грубо говоря, в комментариях задать вопрос, но люди этим пользуются абсолютно неправильно для Да. разведения. Но в этом случае, может, терминологию мы уточним, потому что телевизор, понятно, как телевизор, Да. вот этот ящик, да, к которому мы привыкли, я, например, очень люблю, неважно. Но телевидение, скажем, да, передачи Да. там и так далее, тоже абхазское телевидение, молодежь очень часто смотрит именно в телефоне, да, в телефоне. Не по телевизору, но то же самое, что мы смотрим по телевизору, смотрят в телефоне. В принципе, разницы большой нет. Нету, да. Ну, какая-то разница, конечно, будет, но все равно. Информация одна и та же. Поэтому в телефоне вот можешь посмотреть новости Абхазии, еще чего-нибудь, да, там то, что тебя Да. интересует, или все-таки по телевизору это смотришь? О, Телефоном в этом смысле ты пользуешься? Да, пользуюсь, и, наверное, им будет поудобней, потому что ты можешь сразу зайти, посмотреть, вышел, не вышел тот определенный выпуск, новость важную найти. В телевизоре тебе приходится по программам смотреть. Ну да. Когда что. И в этом плане телефон удобный. Удобно, да? Но у телевизора есть своя романтика. То есть, если я с кем-то захочу А посмотреть... ты романтик. Я Ты да, романтик, не без да. этого грешу. Ну да. Если я захочу с кем-то посмотреть, то это определенно телевизор. Без шансов и без вариантов. Не только потому, что он удобней, но потому что и с телефоном будет проблемней, и информация воспримется по-другому. Я опять же, об этом как-то говорил, то, что в большой компании смотреть телевизор – это очень приятное ощущение. Особенно абхазское телевидение. Когда семья вместе смотрит телевизор. Это очень важно. Никогда не слышала, чтобы вы имели отношение, ну, занимали такие высокие должности в государстве, к маломальской финансовой нечестности. Никогда не слышала. Ну, так я называю, вы понимаете, что? Ну, коррупцию. Вы не богатый человек. Не жалеете об этом? Нет, конечно. То, что вы не богаты. Мне достаточно то, что есть для жизни, и нормально. Нормально, Да, да? конечно, конечно. Да, ну потому что иногда я от людей слышу, вот я жил честно, и чего же я добился, Да вот так ну, вот нет, говорят конечно, люди. Нет. Но такой мысли у Не-не-не-не. вас не бывает. Нет, конечно, ну что. Не бывает, замечательно. Никогда не слышала, чтобы твой отец, Гиви Смыр, которого в Абхазии знали все, и я надеюсь, что молодое поколение о нем тоже вот знает. Светлая память, чтобы Гиви накапливал богатство, чтобы для него это было важно. Это интересно, твое отношение к этому. Ты доволен тем, что папа занимал именно такую жизненную позицию в плане накопления богатства, там, отношения к деньгам, к богатству и так далее, и так далее? Знаете, как... Это важно? Я скажу так, в моем личном смысле именно богатство они не имели никакого значения. Отец оставил для меня самое главное. Я даже нету ничего, чтобы он мог важнее оставить. Он оставил свое чистое имя. Имя, которое мне даже просто будучи хорошим парнем, не то чтобы не достичь, даже не оправдать. Это то имя, которым я горжусь, и которое для меня как эталон недосягаемости, но которое мотивирует меня к нему стремиться. Богатство. Любой человек, который знал отца, он знает его отношение к деньгам, к то, что он терпеть не мог копить деньги. Накопительство для него было просто чем-то страшным. Он всегда этого остерегался. Поэтому... А для тебя? У меня с деньгами сложные отношения. Мы друг друга не особо понимаем и любим. Но знаете как, для меня деньги – это инструмент, который позволяет человеку совершенствовать себя. В каком плане? Когда у тебя есть деньги, у тебя есть возможности для развития. Ты не будешь думать о том, как заработать, как мне добыть для пропитания, а ты можешь уделить на собственное развитие. В этом плане деньги – это прекрасно. Но вот есть фраза, которую говорят, деньги портят человека. Я с ней не согласен. Деньги проявляют его истинную сущность, снимают маски. Так что в какой-то степени деньги это всего лишь Просто инструмент. когда это становится самоцелью, вот тогда, наверное, опасно. Да, А так, это может поглотить. о чем мечтают абхазы?
Мне трудно сказать, о чем все абхазы мечтают. Но Общее в что-то общем, есть? да, в Да, общем, да. конечно, в общем мечтают о том, чтобы Абхазия наконец-то стала признанной, чтобы, так сказать, экономически процветала. Ну, мощная она не может быть, но экономически процветать может. Вот это достижимые цели. В этом контексте каждый человек был бы счастлив, был бы богат, так сказать, ни в чем себе не отказывал бы. Вот. До войны самое такое слово распространенное в Абхазии в плане каких-то наших общественных, политических чаяний. Вот помню слово «статус». Вот все абхазы Статус. говорили «статус», «статус». Мне кажется, что вот проблема суверенитета, несмотря на то, что мы признаны частично, да, признаны Российской Федерацией и целым рядом других государств и так далее, вот это, наверное, проблема всех небольших государств. В этом смысле до признания мы были счастливы. В Ну этом да, смысле. ну Потому да. что мы полностью так самостоятельны, мы, так сказать, ни от кого не зависим, нам помогают каким-то образом, поддерживают, и все было хорошо. Наступило признание. То есть мы получили вот тот статус, о котором мечтали, Мечтали, статус да. независимого государства. Признала Российская Федерация. Всё. Вот тут начинается новая жизнь. Какая? Государства, признанные государства, строят отношения между собой, так сказать. Когда строят отношения, заключают какие-то договоры. Значит, вы представьте себе, вот в частном нашем случае, вот Российская Федерация, огромная страна, великая держава, и Абхазия, маленькая Абхазия, небольшая, с ее небольшими возможностями, так сказать. Мы строим отношения на равных, как говорят. Вот, не получается так, чтобы, заключая какое-то соглашение или договор, взаимодействуя с другим государством, не взаимодействовать в каких-то вопросах. Это означает, если мы, так сказать, вот принимаем помощь Российской Федерации в охране государственной границы, так сказать, в обеспечении нас, знаете, даже вот, мне кажется, сколько лет прошло, нам надо было, конечно, самим прийти к тому, чтобы отказаться от финансовой помощи, хотя бы в заполнении нашего бюджета, но мы к этому никак не могли подойти и не можем пока, так сказать. Проблема Мы- экономического суверенитета это не только наша проблема. Я думаю, Это что общая, проблема да. более самодостаточных стран это тоже. проблема Да, многих да. государств и больших стран, так сказать. Посмотрите, Китай и Соединенные Штаты. Две, значит, экономические державы огромные. Вот последняя встреча на днях прошла Си Цзиньпина и Байдена, так сказать. И вот они, там борьба идет по экономическим вопросам. Знают, что эти державы воевать друг с другом не будут, это понятно, но экономически идет война, самая настоящая война. И вот, значит, мы, значит, передали Российской Федерации часть наших полномочий. Полномочия по охране границы, полномочия по обеспечению безопасности у нас внутри базы находится, полномочия по оплате труда некоторым категориям работников, полномочия передали по оплате пенсии, так сказать. Вот что мы сделали. Но это не суверенитет, а мы полномочия им свои. То, что мы должны делать, мы передали им. Это нормально между государствами, особенно между такой большой державой и маленькой. Они покровительствуют нам, помогают, помогали и помогают, и будут помогать, насколько это, значит, возможно. Поэтому суверенитет, он, чтобы был наполнен полностью, так сказать, я думаю, что никогда ни одно государство в мире, какое бы оно великое, мощнейшее ни было, никогда не сможет сказать, что у меня вот стопроцентный суверенитет, так сказать, я полностью ни от кого не завишу. Если ты с кем-то торгуешь, то уже ты где-то, значит, задействован в этом. Обязательно, Да, да. поэтому и пугаться того, что такое происходит, значит, я слышу в обществе такое, так сказать, вот, продали там, что-то суверенитет отдали, Всё еще продали, что-то, еще да. что-то. Ничего, конечно, такого нет, ничего не происходит, а просто
это сама жизнь, сами отношения между государствами, они к этому приводят. Поэтому это надо воспринимать нормально и нормально к этому относиться. Та Не з- мечта, которая сложная, Да. она превращается больше в борьбу политических группировок и так далее. Да. Но вот наполнение вот этих ниш, которые, как нам кажется, и почему кажется, иногда это и реальность ущемляет нас. То есть мы хотим быть более самодостаточными, как государство, как страна. Независимость сложная категория, сложная, так сказать, Груз понятие. большой очень. Очень большой, очень Да. большой. Ты должен быть готов ко всему. И это не означает, что вы установили какие-то отношения, и на этом закончилось. На этом начинается жизнь независимого государства. О чем мечтают абхазы? Да. Ну, сразу отложим какие-то, опять же, я уверен в этом, то, что земные блага не так сильно интересуют, финансовый успех нет, потому что у абхазов традиционно, если мы посмотрим на абхазский дом, на абхазский двор и, в принципе, на то, как Абхаз живет, это всегда было скромно. Никогда наш народ не гнался за тем, чтобы быть богатыми. Нет. И на данный момент я не могу говорить за всю нацию в целом, но мое мнение, то, что настоящая мечта Абхаза – это восстановление того духа, той ценности жизни, которая была у наших праотцов. В каком смысле? Когда я смотрю на фотографии 18-19 века, когда я вижу этих горцев, у которых в глазах настоящий огонь жизни, которые стоят и одной своей стойкой передают всю мощь и дух, об этом я мечтаю. Я мечтаю когда-нибудь посмотреть на себя со стороны и сказать, вот это Апсуахаца Джигит, вот это моя мечта. Вы, как политик, как государственный деятель, очень стабильный человек, очень устойчивый. Сейчас я могу, конечно, вам сделать комплименты, это даже не комплименты. Вот на самом деле мое искреннее отношение к тому, что почему вы так долго вот пользуетесь уважением, которое вы тогда еще вот изначально, когда начинали свою политическую карьеру, вот получили, почему так долго, и сегодня ваше слово для многих наших людей, для нашего общества, народа очень много значит. И в связи с этим я хочу спросить, вот есть политики, которые консервативны по своим взглядам и так далее. И консерватизм, мы знаем, что это стабильность, и это, кстати говоря, очень хорошо. Мы иногда не очень хорошо понимаем, когда не знаем теорию. А как политическая философия, консерватизм – это хорошо, и на Западе как раз-таки консерваторы, они играют очень большую роль, мы знаем, в политике, в общественной жизни. Вот. Как вы относитесь к переменам? Вы знаете, да, к переменам это ведь тоже неизбежное. Оно всегда будет происходить, и надо к новой ситуации как бы, ну, я не хочу сказать приспосабливаться, а жить в той среде, в какой ты находишься, и если ты не можешь ее улучшить, предположим, то содействовать какой-то нормальных взаимоотношений. Всегда надо себя спрашивать, а что мне надо? Что мне надо? Я думаю, что задавать себе вопрос надо, в чем я не прав, так сказать. Если ты считаешь, что ты всегда прав, ты уже не прав. Такого не бывает. Поэтому какой-то самоконтроль, вот вопрос внутри всегда должен стоять. А правильно ли это я сделаю? А правильно ли будет, если я поступлю таким образом? Если я скажу то-то. У нас ведь даже сказать что-то, это означает, знаете, поднять целую бурю. Бывает так сказать. Поэтому слово иногда значит больше, чем действие. Ну, наша действительность такая. Может вспыхнуть, так сказать, какой-то конфликт из-за неосторожно оброненного слова и прочее. Поэтому надо себя контролировать. Очень важно в нашей ситуации, такой политическая, знаете, каша у нас такая бурлящая постоянно, так сказать, надо придерживаться определенных принципов. Если постоянно, значит, меняться и этих принципов не придерживаться, то можно потеряться. Главный, один из главных принципов у нас, например, здесь, это как бы поддержка того руководства, которое избрано народом, так сказать. Да, это не означает, что ты не имеешь права сказать
какое-то критическое замечание там и прочее. Нет, конечно, наоборот, это нужно делать. И для этого существуют соответствующие, значит, правила, для этого существуют формы выражения этого, своего недовольствия. Это нормально, все это должно Вот для быть. Абхазии вот какие-то резкие перемены, они чреваты лучше небольшими шагами, но уверенно, как вы думаете? Или все-таки нужны резкие перемены, иначе вот просто время не терпит, время нам не простит, если мы Вы будем знаете, медлить. все об этом говорят. Да. Нам нужны перемены. Вот с каждым кандидатом в какие-то органы, там, новым кандидатом, значит, как бы вот, группируют вокруг него свои надежды. Тем более человек не скупится на обещания, значит, вот очень хорошо, понятно, значит, все. Но мы должны реально понимать, что осуществимо, что неосуществимо. И все эти, так сказать, завышенные вот эти вот ожидания, от них надо избавляться. Ну, не могут быть у нас революционные изменения, знаете, во всем. Вот мы захотели быть экономически мощным государством, сильным. Вот мы стали, не можем мы так стать. Для этого существует долгий путь какой-то, к сожалению. Значит, вот этот путь мы должны пройти, как прошли трудные времена прошлые. Да, мы хотим сразу все иметь, мы хотим, чтобы сразу все случилось, но не случается. Вот нынешняя молодежь, она, ее ждут вот эти вот свершения. Они будут, но, так сказать, попозже. Есть такая китайская, не то чтобы мудрость, а вообще этой фразой проклинали людей, чтоб ты жил в эпоху перемен. Да. А для них это было чем-то ужасным, потому что они превыше всего ставили стабильность. И я в чем-то с ним соглашусь, с ними. Потому что я человек, который любит спокойный расклад жизни, без резких перемен. Перемены я всегда переносил немного проблематично, свыкался определенно. Но вот этот переход к старой жизни и новой, он всегда дается довольно тяжело. Но надо учитывать то, что перемены в первую очередь это развитие, это эволюция. Человек, который стоит на одном месте со страхом сделать следующий шаг, надо понимать, куда шаг, это очень важно. Потому что, конечно, перемена – это неизвестность, и это останавливает людей. Страх перед тем, что будет дальше. И, с одной стороны, это тоже страшно, потому что стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это очень важно для людей и для их морального состояния. Но хорошие, рациональные, плавные перемены, а таких можно добиться. Это не так уж и сложно, если грамотно расценивать ситуацию, они ведут к прогрессу. Продолжим. Апсуароме, Абхазский путь в эфире. Теперь вот вопрос такого плана. Для возрастного человека, я уже осмеливаюсь такие вещи говорить, потому что сама начинаю обращать внимание на то, что, да, что я, оказывается, серьезно повзрослела, да, скажем так, мягко. Да. Вот скажите, вот очень часто я слышу, вот, и вообще особенно, когда это касается выборов, там, в парламент, в президенты и так далее, очень часто говорит: дайте дорогу молодым, да? Насколько вот человеку важно долго сохранить вот социальные отношения, чувствовать, что человек необходим, человек востребован и так далее. Но Это немножко внутренний вопрос, Нет, понимаю. нет, это важный вопрос, и, знаете, конечно, можно разное слышать. Можно сказать, вот он там уселся и никак не может оттуда убраться, кстати, все остальное. И то есть, и другое, и третье. Но самое важное для человека, для себя в возрасте, так сказать, чувствовать свою необходимость где-то, в семье, так сказать, вот среди окружающих, товарищей. Не обязательно заниматься политической деятельностью, не обязательно занимать эти высокие посты и прочее. Конечно, подрастающее поколение, оно должно менять. И если, я так вот покороче если сказать, то это не означает, что должен человек сидеть в кресле и, так сказать, в этом кресле умереть. Конечно, должен и сам знать меру, и законы должны соответствующие действовать. Вот когда Молодежи... вот эта линия, вот этот предел заканчивается, когда человек
физически вот не может, скажем, да, вот решать задачи, которые стоят перед определенной должностью, да, либо же, когда человек не такой возрастной, но ничего нового в своей работе не воспроизводит. Конечно, Ничего нового. конечно, Да. конечно, это все эти случаи, которые вы перечислили, все это имеет место, все это правильно. Если человек перестал как-то двигаться, перестал двигаться, это не передвигаться с одного Ну места да, на другое, понятно, а по да. службе, так сказать. Если у него идей никаких нет, и он просто функционер какой-то, так сказать, простой функционер, хотя функционеры нужны, но да, мы имеем в виду людей, которые занимают какие-то руководящие посты. Да, руководящие. Конечно, они должны найти в себе, так сказать, такую Смелость, смелость да, сказать, что смелость. пора мне уходить. И если он не догадывается, то подсказать надо. Ну, Подсказать иногда надо. бывает, что очень трудно Да, очень подсказать. И никто не осмеливается подсказать. Такое тоже бывает. Я могу понять, почему так говорят, но я не могу это принять. И не только потому, что как личности мне это неприятно, но в первую очередь потому, что как абхаз эти слова, они в первую очередь вызывают у меня оскорбление. Это, у меня такая аналогия интересная в голову пришла. Сейчас я буду переходить дорогу и вижу, как переходит бабушка. И вместо того, чтобы подойти, взять ее под ручку и пойти вместе спокойно и счастливо, я ее толкну и скажу: дорогу молодым. Да. И это абсурд. Мы должны делиться знаниями, должны делиться опытом. И только так мы сможем найти единство, которое позволит нам двигаться дальше. Старший человек, который тебе может показать и рассказать, как правильно жить, как правильно смотреть, под каким углом на определенную ситуацию. Это безумно важно. И опять же, я, может быть, могу и ошибаться, поскольку я не политолог, но мне кажется, молодой человек, по крайней мере, в возрасте, в котором он еще не осознает всю глобальность этой проблемы, этого мира, он не должен лезть в политику. Он может полезть только в том случае, если за его спиной стоит сильный и образованный наставник. В таком случае я это понимаю. Но раньше старость вообще ассоциировалась с мудростью. Да. И потому к старости и к старикам было другое совершенно отношение. Сейчас вот очень часто наблюдаю за тем, что возрастное поколение раздражает определенную часть молодых людей. Сейчас я не говорю, что прям да, вся я молодежь и понимаю. так далее, но какая-то такая тенденция, к великому сожалению, имеется. На что живет студент? Следующий вопрос. Да. Хороший вопрос. Ну, тут надо, знаете, как рассматривать этот момент. То, что не на стипендию точно. В первую очередь, конечно же, есть А вообще индивидуумы. стипендии есть? Есть. Не буду озвучивать сколько, но есть. Есть, Да, ага. печально, но есть. Некоторые индивидуумы, которые могут совмещать работу, дополнительный заработок и учебу, это прекрасно. Они могут сами себя содержать и в юном возрасте. Но, конечно, в первую очередь это родители. Родители из своего бюджета, ну или семейного, неважно. Они финансируют ребенка, я так скажу, это вклад в будущее. И нет в этом ничего страшного. О чем вы больше всего думаете? Какое желание самое большое Вы знаете, вот у вас самое есть, как у большое, я, личности? да, Да, да. значительную часть своей жизни посвятил работе в Абхазии посвятил, и мне кажется, что самое главное, вот если сравнить, много хотелось бы, но из того, что самое больше хочется, это, конечно, вот укрепление Абхазии на международной арене. Сразу отложим мирские блага, почему-то меня никогда к этому не тянуло. Есть такое слово в буддизме, называется нирвана. И это Нирвана, слово, да. оно может описать мою мечту. Это полное уединение с энергией этой жизни. Скажу более простыми словами. Для меня, как для человека, самая главная цель в жизни – это саморазвитие. Почему? Потому что человек, который стремится к саморазвитию, он сможет сделать счастливой и свою семью, и свою страну в целом. И скажу таким упрощенным языком, я хочу встать с утра, посмотреть в зеркало и обрадоваться тому, что я там увижу. Ну, когда ты заговорила, интересно очень, о нирване, кстати, вот я подумала,
о том, что вот слава богу, что я этот проект, эту передачу назвала таким образом «Апсуарумия». Да, потому что ты думаешь о своем пути, вот в смысле философском смысле и так далее. Вопрос, можно сказать, почти астрологический, вопрос прогностический. Вокруг нас мир бурлит. Как скоро все это устаканится? Не скоро. Не скоро устаканится. Потому что он имеет тенденцию к нарастанию. Вот. То, что происходит вокруг нас, и то, что происходит вокруг России, это имеет тенденцию к нарастанию, но не к урегулированию пока, к сожалению. Поэтому рассчитывать на то, что очень скоро, так сказать, вокруг нас создастся благоприятная обстановка для нашего развития, нет, конечно, не стоит. Нас ждут впереди трудные времена. Но оптимизм какой-то есть? Конечно, мы народ, прошедший через такие трудности, он выдержит и добьется своего, конечно, но терпение надо иметь и работать. Спасибо большое. Две очень важные вещи. На самом деле и терпение, и работать. Золотые слова. Довольно сложный вопрос, и надо понимать то, что перемены во всем мире, они и так быстро не решаются. Я не могу сказать четко, все это продолжится, может вообще начаться Третья мировая война, и весь мир перевернется с ног на голову, а может все через год затухнуть. Кто знает, как с ковидом было, как быстро все о нем забыли, и как вся эта массовая истерия затухла, все возможно. Но надо понимать то, что это все равно прогресс. Мир движется, а движение – это жизнь. В моем понимании это самое главное. И роль Абхазии вот во всем этом движении очень сильно может раскрыться с этими переменами. Это возможность, за которую мы должны держаться. Да, будет сложно, определенно, но мы должны собраться и показать то, на что мы способны. На сегодня все. Но Абхазский путь обязательно продолжит свою работу. До свидания.